Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 14 августа, на среду. Смотрим мы на колоде пасьянс. Все знаки зодиака по очереди. Начинаем с Овнов. Овны, 14 августа, среда, события дня. Корона и флаг сразу же. Угу. Расческа, к сожалению, выпала еще. Бокал. Будильник нельзя. Но здесь вроде бы не вижу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Яблоко еще есть. Дальше кровать есть. Кровать — это интимная связь. Угу. Здесь есть, смотрите, колодец, тоже негативное событие, да, то есть вместе с расческой. Здесь нет карточки, нет. И здесь тоже нет совпадений. Получается, из хорошего у вас будет какая-то победа в среду. Победа, успех, достижение. Общение с влиятельным человеком, возможно, застолье. Может быть, где-то будете вместе сидеть, что-то обсуждать. Также может быть интимная связь, ну, либо какие-то события с этим связанные. Там фильм, переписка и так далее. То есть не обязательно прям связь. Может быть еще желание пораньше лечь спать. Тоже кровать иногда показывает. И 3 негативных события. Это неприятность может произойти какая-то, сильное разочарование, глубокая печаль и слезы. Поэтому еще вот может быть как вариант какая-то неприятность. Так что у вас такой 50 на 50. И победа будет, и неприятность будет в среду. Благодарю за внимание. Овны, перехожу я к тельцам. Сейчас будем смотреть, что у тельцов. 14 августа. Тельцы, события дня, среда. Друзья, сердце. Первое событие — корона. Второе событие — обман, маска. Возможно, вот этот человек в короне будет вас обманывать, маска. Так что будьте начеку. Череп. Может быть, кстати, быть врач вместе с болезнью. Так, здесь нет. Неприятность. Расческа. Здесь не вижу. Получается, у вас общение с друзьями будет в среду. Будет тема здоровья играть какую-то важную роль.
Возможно, там, не знаю, что-то начнет болеть. Может быть, вы уже записались к врачу, то есть точно будете заниматься здоровьем. Дальше может быть неприятность, опять же, да, вот неприятность, связанная со здоровьем. Общение с влиятельным человеком, имеющим статус, положение в обществе, да, то есть какую-то власть и так далее. И обман. Вас могут обманывать в этот день. Поэтому у вас тут одни предупреждения. Обман, неприятность, болезнь. Так что, видите, такой вот день для вас не очень благоприятный. Благодарю за внимание и перехожу дальше к близнецам. Смотрим близнецы. Близнецы, 14 августа. Августа, события дня. Близнецы. Бокал, первое событие. Дерево, приглашение. Приглашение на застолье. Змея. Ожидание, корабль. Якорь. И чемодан. Смотрим горизонтали, вертикали. Нет, 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 нет. Нет и нет. Получается, у вас в этот день может быть какое-то застолье, может быть приглашение, ожидание, показывает, что вы ждете, скорее всего, этого застолья или ждете этого приглашения. По якорю вы там проведете много времени, как минимум 3-4 часа. Ну, там или где-то в другом месте. Якорь — это еще, когда мы на одном месте, да, вот как ваш корабль станет на якоре где-то надолго. Змея — общение с людьми, которые любят съязвить, что-то сказать неприятное, как-то вас задеть, поэтому вот готовьтесь. Может быть, на этом застолье кто-то будет такой с длинным языком. И чемодан показывает временную разлуку, расставание. То есть, может быть, вы там проведете время вместе, да, то есть и кто-то куда-то уедет. Может быть так. Вот такая информация для вас. В принципе, ничего такого ужасного не выпало, кроме, да, вот змеи. Ну и ожидания тоже не самое приятное событие. Ну, если знать, чем себя занять, то, в принципе, тоже не все так плохо. Смотрим дальше. Раки. Раки, 14 августа, среда, события дня. Поехали, раки. Дорога. У вас может быть в среду поездка. Мешок с деньгами. Солнце.
Угу. Еще есть месяц. Здесь нет, и здесь не вижу. Получается, 4 события всего у вас я нашла. Но если вдруг вы что-то еще нашли, многие из вас уже знают все эти события лучше меня. Если не знаете, они подписаны, видите, тут есть обозначение. Либо, если вам плохо видна надпись, тогда можете написать мне в комментариях. Опишите картинку, я напишу ее значение. Значит, смотрите, что выпало. Поездка выпала на среду. Поездка. Хорошее настроение, радость. Событие, которое имеет цикличность, повторяется постоянно, возможно, каждый месяц. И деньги. Ну, может быть, это, вот, например, у вас там каждый месяц, 14 числа, какие-то поступления, либо, наоборот, расходы. Мешок может расходы показывать. Может быть, вы там что-то оплачиваете, там, не знаю, закрываете там какие-то кредиты, еще что-то. Поэтому вот еще как вариант, это могут быть не только поступления, но еще какие-то ежемесячные расходы в этот день. Такая вот информация для вас. Ну, судя по тому, что выпало солнышко, скорее всего, это поступление, чем расходы. Благодарю за внимание и перехожу дальше к львам, к нашим именинникам. 14 августа. Львы. События дня. Львы. Среда. Смотрим, левушки, что у вас в этот день. У кого день рождения, я вас поздравляю. Выпадает колокольчик, сразу выпал. Это пустые разговоры, сплетни. Не хотят вам события показывать. Ну и такое бывает, я вам так скажу. Хорошо, сейчас еще посмотрим. Угу, нашла, называется, на свою голову. Расческа, неприятность. Здесь нет, нет, нет. Книга еще есть. Здесь нет, здесь нет. И здесь тоже вроде не вижу. Получается 3 события. Первое – пустые разговоры, болтовня с кем-то в этот день. Возможно, посещение госучреждения, либо какой-то контакт. Допустим, вы там можете туда позвонить, или к вам оттуда придут. Иногда еще бывает получение каких-то справок, бумажек, документов тоже может проигрываться. И, к сожалению, выпала неприятность. Но, опять же, указаний нет, что за неприятность. Может быть, иногда карта дня может показывать, допустим, неприятность не у нас, а у кого-то в семье или на работе, или мы становимся свидетелями, да, то есть какой-то проблемы других людей. Поэтому, то есть не всегда события указывают на то, что это происходит у нас. Иногда вот мы как бы это просто видим. Так что вот будем надеяться, что неприятностей у вас не будет в среду. Благодарю за внимание и перехожу к девам. Сейчас будем с девами разбираться. Так, девы. 14 августа. Смотрим. Сразу же чемодан выпадает. Временная разлука, расставание, покупка чемодана, сборы чемодана. Конфликт нельзя. Угу. Ссора может быть.
цветочек, исполнение желания, хорошее событие, надежда. Череп, болезнь, новость. Дерево нельзя. Часы нельзя. Подарочек еще есть. Так, подарок. Смотрим, значит, здесь нет, нет, нет и нет. Получается, у вас в этот день временная разлука, расставание может быть, либо какие-то события, связанные с чемоданом, там, с пакетами, с рюкзаками. Уборка, например, вот смотрите, как может проиграться. Метла — это не только ссора, это еще и уборка, наведение порядков. Перебираем вещи, собираем там какие-то пакеты, допустим, куда-то отдать или там выбросить и так далее. Вот, да, как вариант может так проиграться. Но не исключаем также и ссору. Метла может показывать и ссору. Дальше подарок, исполнение желания, получение какой-то информации, надежда. В этот день у вас будет, вы на что-то будете надеяться. И вопросы здоровья тоже можете в среду решать. Болезнь выпала. Может быть, будет ухудшение самочувствия. А может быть, вы уже запланировали визит к врачу, там, или там, сделать какие-нибудь анализы, сдать, исследование пройти какое-то. Так что, может быть, вы уже знаете, что вы в среду куда-то пойдете. Смотрим дальше. Значит, дальше у нас идут весы. 14 августа. Среда. Весы, среда, события дня, 14. Цыпленок выпадает первое событие. Колокольчик. Сердце. Замок. Бокал. Ключ. И весы. Так, сейчас еще проверим периметр, посмотрим, что здесь еще есть. Не вижу совпадений. Значит, смотрите, у вас в этот день выпадает общение с друзьями и пустые разговоры рядышком. Да, то есть болтовня с друзьями, подружками, какими-то знакомыми, может быть. Дальше ключ показывает, что все в ваших руках в этот день, все будет так, как вы запланируете, как захотите. И благодаря ключу, видите, откроются какие-то тайны, замки, да, то есть все замки будут открыты, поэтому вылезет информация, которую вы раньше не знали в этот день. Может быть также застолье, да, вот застолье там с друзьями, и семейная жизнь, цыплята. Это общение с семьей, с детками, внуками, возможно, вместе где-то будете сидеть, отдыхать. И колебания, сомнения. То есть в этот день еще у вас будут какие-то сомнения. Два варианта, и вы между ними будете выбирать, сомневаться. Надо, не надо, делать, не делать. Вот так тоже может быть. Но рядышком выпадает ключ и говорит, что все в ваших руках. То есть вы можете принять какое-то правильное решение. Так что вот так. В принципе, все события у вас хорошие выпали. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам.
Смотрим, скорпионы. Скорпионы, 14 августа. События дня. Так, скорпиончики, поехали. Солнце, первое событие. Бабочка. Корона. Угу. Шарики. Цепь, к сожалению, негативное событие. Также, смотрите, друзья есть, сердце. Друзья, любимые люди, близкие. Дорога есть, машина. Смотрим, значит, здесь не вижу, здесь нет совпадений, нет, 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 и есть, ага, нет. Сундучок, жалко, нельзя, 2 события, 2 карточки уже зафиксированы. Получается, смотрите, в этот день солнце показывает, что у вас будет классное настроение прямо с утра, радость, позитив. Дальше с кем-то может быть деловой разговор в этот день, и выпала корона, да, то есть разговор может быть с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Вас ждут хорошие новости, поездка, общение с друзьями, казалось бы, да, то есть все прекрасно. Единственный минус только это нерешенный вопрос, то есть, возможно, в среду будет какой-то вопрос, который не решится. Ножницы, видите, выпали. Не сильно далеко друг от друга, но тем не менее, то есть именно в среду не решится, может быть, решится чуть позже. Но не в среду. Но опять же, тут вы можете получить информацию какую-то хорошую, что, допустим, решится, но чуть позже. Может быть так. То есть эта новость, она может быть связана с этим вопросом. Вот такая вот информация для вас, скорпиончики, на среду. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Так, стрельцы, смотрим. Стрельцы, события дня, 14 августа. Подарок. Первое событие у вас. Корабль. Ожидание подарка. Рыба, скользкое дело. Друзей нельзя соединить. Шарики. Месяц. Угу, здесь не вижу.
Получается, кстати, тут где еще была рыба, смотрите, можно было еще сложить замок. То есть либо рыба, либо замок, смотря что вы увидели первым. Рыба показывает скользкое дело, вас могут втянуть, да, в какие-то неприятности, там, не знаю, подставить, еще что-то, поэтому рыба это всегда предупреждение. Если вы увидели замок, тогда это может открыться какая-то информация. Дальше, значит, из хорошего у вас выпадает подарок, ожидание, хорошие новости, и месяц это события, которые имеют цикличность, повторяются. Такая вот информация для вас. То есть предупреждение по рыбе. Будьте осторожны, чтобы вас никто не заманил в свои сети, да, не поймал на свой крючок вас в этот день. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу я к козерожкам дальше. Козероги, смотрим, 14 августа. Так, козероги. Сразу же выпадает цветок. Это может быть свидание в этот день или, допустим, какая-то очень приятная встреча. Если вы знаете, что свидание у вас быть не может, ага, видите, еще и с таким застольем. То есть где-то в кафе, в ресторане можно посидеть, поговорить. И чашка чая, гости. Застолье, гости, приятная встреча. Так, замочек показывает открытие тайн. На этом застолье, да, то есть под бокальчиком будут открываться какие-то тайны. У кого-то язычок развяжется. Общение будет также с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Корона всегда показывает успешный, состоятельный, важный. Болезнь. Тема здоровья может тоже проигрываться в среду. Корона может быть врач, кстати, потому что это человек статусный, есть статус определенный. Деловая встреча. Ножницы. Решение вопросов. Решение вопросов на этой встрече. Ну, здесь не вижу. Получается, у вас в этот день приятная встреча будет, да, то есть приятная встреча с гостями, застольем, открытие секретов тайн. И будет деловая встреча, да, с каким-то важным влиятельным человеком, и на ней тоже, видите, решится вопрос. То есть и хорошо где-то посидите, и на серьезной встрече тоже можете оказаться. Ну и предупреждение по здоровью. Карта показывает, что в этот день могут быть какие-то вопросы, связанные со здоровьем. Либо появятся, либо, может быть, вы уже запланировали там, визит к врачу, лечение, еще что-то. Поэтому тут карта показывает, здоровье проиграется в среду. Благодарю за внимание. Ну, вообще здоровье у всех выпадает. Может быть, будут какие-то головные боли, усталость. Там, скорее всего, что, наверное, какие-то сильные магнитные бури, может быть, в этот день. Практически каждому знаку выпали проблемы со здоровьем. Смотрим дальше. Водолеи. Водолеи, 14 августа, среда. Среда, события дня. Так, поехали, смотрим. Якорь, первое событие Водолея у вас. Яблочко нельзя. Дерево.
подсвечник. Лебедь еще есть. Лебедь. Чемодан. Бокал. Приглашение, застолье. Рыбу нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, что вышло. Чемодан показывает временную разлуку, расставание с кем-то в этот день. Разлука, верность, гармоничные отношения в паре. Может быть, даже какое-то событие в паре. Событие, приглашение, застолье. Даже можете отмечать. Часто подсвечник показывает романтик. То есть какой-то, может быть, романтический вечер. Как вариант. И если у вас отношений нет, может быть, это будет знакомство. Знакомство, приглашение, то есть пойдете на свидание. Ну, как бы все это будет очень даже романтично. И якорь показывает, что в этот день вы где-то проведете много времени на одном месте. То есть, ну, вообще день будет такой неактивный. По якорю это обычно малоподвижный. Ну, вот такая информация для вас. Ну, события, да, то есть особо событий нет. Ну, да, есть какое-то приглашение, застолье, ну и ничего такого, да, то есть особо больше важного и нет, скажем так. Благодарю за внимание, Водолей. Я перехожу к рыбкам. Смотрим, рыбки остались у нас. Последние рыбки. 14 августа. Среда, рыбы, события дня. Так, смотрим рыбки. Победа. Первое событие. Флаг. Чемодан. Победа и разлука. Месяц. Роза. Цветок. Ну, еще есть молния, новость. Так, сейчас горизонтали нет совпадения, вертикали смотрим. Нет, 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 нет. Деловую встречу нельзя соединить. И есть еще рыба, к сожалению. Рыба. Получается, смотрите, в этот день вас ждет какая-то победа. Победа, достижение, успех. Это в делах обычно. Временная разлука, расставание с кем-то. Приятная встреча, свидание, исполнение желания. События, которые повторяются, цикличные. Новости. Скорее всего, в электронном виде. Да, то есть, там, не знаю, смс-ки, почта, по телевизору какие-то новости. И рыба – это предупреждение, это скользкое дело. Кто-то может вас втягивать в какие-то схемы, махинации. Это могут быть мошенники, аферисты какие-то. Поэтому это однозначно всегда предупреждение. Будьте начеку, будьте осторожны. Вы у нас тем более рыбка, да, то есть не попадитесь в чьи-то хитро расставленные сети в этот день. Так что, может быть, еще какие-то новости. Вот эта информация, которая придет, она будет какой-то ложной. Может быть, еще вот так, как вариант. Ну, в общем, будьте начеку. Благодарю за внимание, рыбки. Жду вас на своих новых видео.